В 2020 году в Якутске открылся временный приют для женщин с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию. Открыл приют Международный детский фонд «Дети Саха-Азии». Приют является единственным в республике, и с первых дней сразу стали видны важность и необходимость его работы. Приют был создан для помощи женщинам с детьми, оказавшихся в кризисной ситуации, для решения их проблем, различных вопросов, которые возникают. Это женщины разные, которые оказались на улице без крова. Это и пострадавшие от домашнего насилия женщины есть, те, которые потеряли работу. Они, во-первых, получают место, где они могут здесь проживать. Во-вторых, получают консультации специалистов. Это психолог, который тестирует их психологическое состояние, помогает понять их проблемы такие. Также они получают юридическую помощь в зависимости от запроса каждой женщины. Во временный приют попадают женщины с детьми не только со всех районов нашей республики, но и из других регионов страны, независимо от регистрации, оказавшиеся в Якутске. За все время работы приюта, с самого начала, получается, у нас было 164 женщины до этого года. В этом году к нам поступило еще 8 женщин. Детей было 226, и в 2024 году поступило еще 10 детей. Когда женщины с детьми поступают к нам в приют, в первую очередь мы направляем их к психологу. У нас есть штатный психолог, который занимается с ними 2 раза в неделю. Работа приюта ведется за счет победы проекта фонда «Дети Саха-Азия» в разных грантовых конкурсах, собственных средств и пожертвований на его деятельность. Было 2 выигранных гранта фонда президентских грантов, был выигран грант фонда Тимченко плюс «Абсолют помощь». Также у нас на местном уровне был выигран грант главы республики и 2 городских гранта. На эти гранты мы приобретали оснащение. Оснащение в спортивный зал, оснащение кухонные, холодильники, микроволновые печи, печки, просто миксеры, блендеры. Оснащение приюта позволяет расширить его функциональные возможности. У женщин и детей, попадающих в приют, нет возможности заниматься спортом и следить за своим физическим здоровьем. А в приюте, благодаря спортивному оснащению, эта проблема решена. Благодаря победе в грантовом конкурсе главы города Якутска среди НКО с проектом «Спорт с мамой. Путь к успеху» оснастили приют спортивным инвентарем на сумму 225 тысяч рублей. Это новый старт для укрепления здоровья и духа наших мамочек и детей. Координаторы фонда контролируют работу приюта, находясь на постоянной связи с администраторами и решая возникающие вопросы. Временному приюту оказывают большую помощь волонтеры и благотворители. Это организации, жители Якутска и всей республики. Приносят продукты, бытовую химию, одежду, переводят денежные средства на развитие временного приюта. О работе временного приюта говорили на круглом столе в администрации города Якутска. Приют решает вопросы выхода из кризисной ситуации женщин с детьми, беря на себя функции государственных структур. И в его работе очень важны межведомственное взаимодействие и поддержка. Хотелось бы отметить, что это такой большой плюс, что у нас в мире и на территории Якутска есть вот такой временный приют для женщин. Все районы имеют такую проблему и не имеют возможности устроить семей. Поэтому нужно прям поддерживать, помогать, как мы можем. Тема межведомственного взаимодействия по проблемам семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию, была обсуждена на круглом столе в Общественной палате. В работе приняли участие депутаты Илтумен, представители всех заинтересованных ведомств, а также эксперты из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга. Участники круглого стола отметили социальную значимость временного приюта. Временный приют открылся во время пандемии и за время работы, деятельности показал актуальность, насколько это адресная помощь тем женщинам, которые попали в трудную жизненную ситуацию. И, соответственно, я сегодня на круглом столе
сказала о важности в то же время государственной поддержки, потому что здесь необходимо не только чтобы этот приют работал на средства гранта, потому что гранты имеют свойства временные рамки, соответственно, имеет начало и завершение проекта. Соответственно, это необходимо поставить так, чтобы приют был всегда и, соответственно, работал во благо тех практически женщин, которые практически некуда идти, да, то есть это где они получают психологическую поддержку, юридическую поддержку. Сегодня Ольга Михайловна, исполнительный директор Международного детского фонда «Дети Азии», рассказала о кейсах, конкретно те случаи, когда женщины, попав в приют, получили квалифицированную помощь и каким-то образом разрешили свои проблемы жизненные. Это касается и помощи и защиты этих женщин в суде, психологическая помощь. И это очень важная, кропотливая работа. И сегодня на круглом столе мы поделились теми практически ситуациями и в то же время решениями их. Те специалисты, которые приехали из Москвы, из других городов, соответственно, эксперты, они будут обучать именно тех специалистов, которые непосредственно занимаются этой проблемой, потому что важно не вариться в собственном соку, а получать знания, постоянно повышать квалификацию. И здесь фонд делает очень большой вклад в этом направлении. И то, что уже несколько лет фонд продолжает как некоммерческая организация заниматься этой действительно очень серьезной, важной, очень нужной для людей проблемой. В этом необходимо всем как раз-таки по теме круглого стола взаимодействовать, министерства, все государственные структуры, в то же время общественные организации, чтобы выработать те эффективные меры поддержки, сделать все, чтобы действительно у женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, семей с детьми, с такими проблемами жилищными, возможно, с темой домашнего насилия, да, они получали квалифицированную помощь в этом приюте. Временный приют посетили эксперты Межрегиональной общественной организации по содействию женщинам с детьми в трудной жизненной ситуации «Аистенок» из Екатеринбурга, Ассоциации Максора из Новосибирска и благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» из Москвы. Эксперты познакомились с работой приюта и пообщались с постоялицами. Временный приют в Якутске входит в число 130 приютов и кризисных центров в нашей стране. Мне понравилось то, что приют, он встроен в систему общей помощи, комплексной помощи женщинам и семьям с детьми в трудной жизненной ситуации, находится прямо рядом с офисом организации, что очень удобно для специалистов, которые сопровождают семью и в любой момент могут прийти на помощь возникающим конфликтам, возникающим проблемам у женщин, которые находятся в стационаре временного проживания. Психолог Межрегиональной общественной организации по содействию женщинам с детьми «Аистенок» Яна Архипова провела обучающий тренинг для специалистов временного приюта по методам работы для стабилизации эмоционального состояния женщин. Психолог благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Юлия Курчанова представила этапы профилактической работы с семьями, где у родителей есть особенности психического здоровья. В приюте регулярно проводятся межведомственные консилиумы для решения сложных вопросов постоялиц. Деятельность приюта невозможна без участия благотворителей и партнеров Якутской региональной общественной организации по защите семьи, материнства и детства «Милосердие», Центра занятости населения, Управления социальной защиты, Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и других организаций.
Это позволяет оперативно решать многие вопросы и оказывать своевременную помощь постоялицам приюта. После выхода из приюта женщины поддерживают связь и делятся своими успехами в новой жизни. У нас была женщина многодетная женщина, она сама была сиротой и попала к нам в приют с 3 детьми. Долгое время здесь находилась, с нуля начинала. Мы учили ее общаться с детьми, мы учили ее готовить, учили ухаживать за собой, помогали и наши юристы, и координатор в приюте, которые они помогли со всеми документами, собрали и получилось, что ее поставили на очередь как сироту, чтобы она получила квартиру. Благодаря решению многих проблемных вопросов по жилью, пособиям, школе, детскому саду, женщины получают ресурсы для выхода из кризисной ситуации. Дальше что будет? Дальше будет, я надеюсь, все хорошо будет. Надеюсь, все вперед и вперед идти. Да. Ноги развязать и идти вперед. Женщины с детьми попадают во временный приют с разными историями, судьбами, и всем им оказывается комплексная помощь. Этой зимой нас просто, где мы снимали квартиру, нас выставили и еще счет выставили. И нам некуда было идти. Обратились в школу. Соцпедагог нам предложила временный приют. Написала нам ходатайство. И через это мы сюда попали. Через мою подругу, которая тоже побежала, знает про этот приют, она тут тоже жила. Вот. И получается, я здесь уже 1,5 месяца с детьми. Когда мы на улице оказались, вообще страшно было. Ни денег, ничего, некуда идти. Здесь нам предоставили юридическую помощь. Психолог с детьми занимается. Очень хорошо, что такие приюты, есть такие добрые люди, что приюты открывают. Временный приют для женщин с детьми, открытый Международным детским фондом «Дети Сахи-Азия», имеет огромное социальное значение. В прошлом году помощь в нем получили 32 женщины и 38 детей из 10 районов. Приют единственный в республике. Он играет большую роль в решении проблемы социального сиротства.